Это ты танцуешь на MTV. А ты еще и пел? Окей. И через несколько месяцев объявляется кастинг на «Фабрику звезд». Мама была против, что я вылетаю в Москву. Мое лицо висело во всех больших городах. А были какие-то дикие истории, вот, которые ты можешь вспомнить? Дэвид Гетта дает интервью в 5 утра. И что пошло не так? А ты проходил кастинги? Если бы у меня волосы росли, может быть, я тоже экспериментировал. Вот там я получил вторую прям ложку вот этого хейта, вот на тебе. То есть ты хочешь вернуться сейчас полноценно к музыке? Хочется играть уже по-крупному и быть в лиге повыше. Привет, я Максим Кардозу, и сейчас будет интервью с Ваней Васильевым. Многие его помнят как ведущего MTV Россия. Сейчас он плотно занимается музыкой и является одним из самых популярных и известных в Москве ресторанных обозревателей. Ну что, давайте посмотрим. Бардабытушки. Ваня, привет. Привет, Максим. Да, очень рад тебя видеть здесь у нас. Я счастлив тоже. Ну, все тебя помнят как Ваня с MTV. Чувак с MTV. Чувак с MTV. И имя никто не помнит. Да. Да-да-да. О, чувак с MTV, да-да-да. Окей. Также ты диджейством занимаешься, у тебя был ресторан, а сейчас ты... Бар, да. Бар, окей. А сейчас ты ресторанный критик. Гастрожурналист. Гастрожурналист. Да. Ну или обозреватель, да? Да, обозреватель. Критикам все-таки надо, наверное, даже в какой-то мере родиться и очень долго посвятить этому время. А я так просто обозреваю. Хорошо, мы об этом поговорим чуть позже с тобой, вот, даже на другой локации. Давай начнем, наверное, с родины, так сказать, с корней. Хочется узнать все-таки, откуда ты. С самого начала, да? Да, с самого начала. Родился я в поселке Джаргалах Верхоянского района, тогда еще в 80-х. Эвенобудантайским Джаргалах стал в 90-х годах. Я это прекрасно помню. Мне кажется, есть зрители моложе вот этого события. Ну вот им такой краткий экскурс в историю. Мои родители родились тоже там. Мы жили в Сакырыре. Папа работал у меня прокурором. И он часто ездил из точки в точку. Там их каждые 5 лет перекидывали на новую локацию. И в 96-м году он переехал в Татинский район, в Итыкёль, и я там окончил 11 класс. Я учился там 1 год. Конец 10-го, там последняя четверть 10 класса и, собственно, весь 11 класс в Татинской гимназии. По-моему, сейчас называется по-другому. Эта школа не гимназия. Это был заречный, очень мощный образовательный институт даже, наверное, потому что все, почти 100% выпускников Татинской гимназии попадали во все классные учебные заведения, и как бы был такой немножко прессинг. Типа я, потому что в Сакырской школе, она маленькая, там всего 1 школа даже, а в Итыкёле целых 3 тогда было. И одна из них самая мощная. А тебя там вспоминают? Вот, например, в Тате или в Сакырыре, вот в школе именно? Ну, говорят, где-то висят мои фотографии. По-моему, в Итыкёле, да, висит точно, в Сакырыре я не знаю, кстати. Ну, ты потом поступил на ФИЯ в ЕГУ? Да, потом я поступил как это, факультет иностранных языков, кафедра перевода. Переводчиком я проработал, может быть, год максимум. Понял, что это не мое. Особенно сложно, когда ты сидишь в ресторане на официальном ужине и не успеваешь поесть, потому что все пытаются разговаривать. И очень пару раз я попадал на том, что мой гость начинает говорить, а я дожевываю рыбу там какую-нибудь. И все на меня смотрят, потому что он закончил свою фразу, и только простите. Я потом понял, что нет, я как бы не готов когда ты работать. работал переводчиком? Да, когда я работал переводчиком, когда даже стажировался, наверное, во время учебы, потому что какое-то время проходил практику в Министерстве внешних связей. Давай поговорим о том, когда ты уехал из Якутска в Москву и почему ты решил переехать. Переехал я в 2005-м. Мне тогда показалось, что я, в принципе, в Якутске сделал все, что хотел, потому что, если ты помнишь, мы играли в одной команде КВНовской, да. А то и в нескольких, в 3 мы командах играли вместе. Было такое дело. И когда мы ездили несколько раз в Сочи на фестивале, мы же тогда со всеми знакомились, везде тусили, мы узнали кучу КВНщиков. И после какого-то фестиваля я решил на пару дней остаться в Москве, если помнишь. И я остался в Москве там на неделю,
И в это время проходил кастинг в шоу «Звезда танцпола» на MTV, 2005 год. И я даже прошел этот кастинг, и я попал в одну серию, где мы там бьемся. Если ты помнишь, я бы еще танцевал когда-то. Сейчас, может быть, меньше. В этом проекте я вылетел сразу. Там было 300, там, по-моему, участников. И первый сезон они начали промоутировать весной, когда начинается новый телевизионный сезон. И меня уже выкинули, я все, типа, уже не хожу, и мне через 2 дня звонят, я еще в Москве. Здравствуйте, мы с MTV, мы хотим вас пригласить сняться у нас в рекламе. Я говорю, меня выкинули из проекта. Ничего страшного, мы отсмотрели всех участников, мы хотим именно вас. А у меня тогда были еще белые волосы, ирокез. Я поехал к ним на студию, они еще сидели на Серпуховской. Мне говорят, все, отлично, Иван, едем снимать. Приезжаем на какую-то точку и говорят, все, ты бежишь туда, мы типа как будто бы скрытой камерой будем тебя снимать. Я, да, выбегаю, начинаю писать. Выходит охранник, говорит, так, уходим отсюда. Мы собираемся, уезжаем на другую точку. Мы приезжаем, по-моему, это был Сокол, метро Сокол. Мы приезжаем, да, говорит, ну ладно, тут мы снимаем вообще партизанским методом. Ты выбегаешь, ставишь магнитофон у остановки, начинаешь танцевать. А я что-то весь в белом. Я выбегаю, они снимают, а я их не вижу, где там стоп или что. Я на них танцую, я думаю, когда же мне там скажут стоп. А люди ходят там, типа, что такое вообще? Обходят, автобусы какие-то там ходят. Я такой танцую. И потом понимаю, что как бы тут я сам за себя и выхватываю магнитофон и убегаю обратно. И все, вот этот дубль пошел уже в промо-материал, и меня, ну, то есть вот этот рекламный ролик крутился просто агрессивно и массированно, он прям каждые 10 минут. Там у них было, по-моему, новое программное обновление, и они несколько проектов очень сильно промоутировали. 3 месяца я был каждые 10-15 минут. Ну, никто, ну, как бы там, ну, кто меня узнал, тот узнал. Меня даже в Якутске узнавали. Это ты танцуешь на MTV? Я говорю, ну да. Мне не заплатили за этот ролик, и теперь я нигде его не могу найти. Его нет ни в интернете, ни в архиве. Я даже спрашивал потом через несколько лет. Говорит, нет, мы не храним архивы. Очень жалко. Да, приходится только на пальцах объяснять, что такое было, да. Ну, то есть после этого ты задумался, что почему бы и не попробовать себя в Москве, да? Да, я такой думаю, что-то типа как-то легко я прям туда попал. Окей. И через несколько месяцев объявляется кастинг на «Фабрику звезд». Я не помню, по-моему, 5. Я такой, окей. А я еще уже в Якутске тогда был. А ты еще и пел? А я еще и... Это смешно, да. Сейчас еще и рисовал. Я приезжаю, да, в Москву на кастинг огромный. Что там, по-моему, Пугачева проводила. Прохожу первый тур. Причем меня снимает НТВ, какие-то бегают за мной. И голос за кадром. А этот японец тоже прошел типа там первый тур, Пугачева его отметила. А все люди, которые в Якутске, они увидели, говорят, а почему ты типа японцем там представился? И говорят, это не я, это НТВ. Уже тогда делали свои интриги, расследования, скандалы. Расскажи, как ты проходил этот кастинг на «Фабрику звезд». Да. В итоге это был open кастинг, ну или они делали такой вид, потому что стояли километровые очереди к Останкино. Ты просто понимал, что если ты пришел в 8 утра, это уже поздно ты пришел. Потому что надо было прийти позавчера в час ночи, чтобы как-то попасть в поток, который заходит в само здание. Ты даже к зданию не мог подойти, потому что эта очередь была огромная. Люди приехали со всей России, естественно. Там было очень много людей. И я какой-то снял отель рядом с Останкино, где далеко. Приехал туда весь на какой-то моде. Ну, по тем временам, наверное, классной. Тоже стою. И мы очень долго стояли, по-моему, полдня. И в какой-то момент вышла, я не помню, как ее зовут, и начала ходить по людям и смотреть, ну, вытаскивать из толпы людей. Вот ты
ты поешь, ты, и мы все стоим, мы все напряглись, такие. Она подходит ко мне и говорит: поешь? Я говорю: да. И ты. И вот она выбрала там человек 20 из там 800 человек. Мы пришли, и мы типа идите туда, мы все встали, стоим, ждем. И на нас смотрит эта очередь, как на просто как на врагов. Нас провели вне очереди в зал. Выбирали самых ярких по образу? Да, это просто там по картинке они выбирали. По-моему, мы не вспомним ни одного азиата за все там 6 или сколько, 5 сезонов. Просто нужна была картинка. Ну, то есть это, видимо, какой-то там первый шаг. Потом идут отсевы. И там просили спеть. И ты подходишь к микрофону и какой-то кусок 3-секундный поешь. 3-секундный. Окей, а я со страху я такой подхожу и говорю: спой что-нибудь. Я такой: ой, это не вечер. И все просто порвались такие: почему китаец поет русскую народную песню? И все такие: все, оставай, типа, берем, проходишь дальше. И я, естественно, Они спросили, как тебя зовут? Да, Ваня, они все поржали. Фамилия Васильев, все поржали. Спой что-нибудь. Ой, то не вечер, то не вечер. Я не знаю, почему я... Это стрессовая ситуация, которую я, как потом выяснилось, нормально прошел, да. Сдал вот этот экзамен. Меня взяли дальше, а потом на втором уже круге уже отсеяли, там, на второй день, по-моему. А потом, как бы, уже результат в телеке, когда я увидел, я понял, что это вообще другие люди. То есть это костяк был сформирован даже, наверное... Ну, короче, не на том кастинге, на котором ты был. Да, не на том кастинге. Наверняка этих людей даже не было на кастинге. Это вот как-то... Да. И, в общем, дальше я не прошел на этом кастинге, но я такой думаю, а что-то я там с ребятами, с кем-то познакомился, и мне, когда я был уже в Якутске, мне звонят там в 3 утра. Говорят: Вань, мы тут запускаем проект вокально-танцевальный, и ты нам нужен послезавтра. Группа, да. Там 2 парня, танцора. Очень крутые танцоры. Я, конечно, по уровню сильно уступал, но они по картинке решили, что я подойду в это трио. Не понял, это трио танцевальное или вокальное? Вокальное, которое еще и танцует круто. Бойс-бенд. Бойс-бенд, да. И говорит: если ты послезавтра не будешь в Москве, нам придется брать другого, у нас там еще типа есть. И я сижу, у меня реально там 48 часов на принятие большого решения. И я такой: что делать? А у тебя в Якутске работа стабильная? Да, у меня вот это все. Что делать? Блин, вылетаю. Встречайте. Я прилетаю, они уехали на гастроли. Они говорят: просто они были еще танцорами у кого-то из селебов. То есть помимо того, что они хотели делали свой проект. Да, они еще были постоянной кордебалет, как это называется, у кого-то там из певцов. Все бросил. Мы будем через 3 дня. Я говорю: блин, ребят, как так делается? В итоге все не очень классно пошло с самого начала, и мы в итоге месяц пытались как-то пройти вот эту фазу притирки, и у нас ничего не... Мы разругались все. Я такой: нет, как бы не получится. И в итоге и они не смогли группу собрать, и я никак не попал никуда. Я все бросил в Якутске. У меня мама была против, что я вылетаю в Москву. Она говорит: кому ты там нужен? И папа говорит: езжай, и я прикрою. Я приехал, месяц тут слонялся без дела, думаю, что делать. Потом думаю, как бы надо найти работу какую-то, чтобы где-то там жить, снимать там квартиру, еще что-то. Везде подал объявление, я полгода искал работу. В общем, ты приехал, у тебя с музыкальной группой, с бойсбендом ничего не получилось. Да? И у них не получилось, главное, не только у меня. Пострадали все стороны. Это греет душу. Да. И получается, ты
через какое-то время, полгода, ты сказал, пришлось тебе сидеть и ждать следующего шанса, да, в Москве? Ну, не шанса, а просто найти работу в офисе. Я же все равно с каким-то дипломом. И я сделал резюме и подавал, везде кидал свое резюме. Где-то, да, приглашали на собеседование, где-то нет. Samsung, например, меня слил, что-то еще, там, третье, пятое. И в итоге я из-за своего знания английского попал в американскую компанию, называется Manpower. Компания, которая занимается наймом работников. Ну, ты хотел, получается, все-таки найти творческую какую-то профессию, самореализоваться именно в этом? Естественно, да. То есть у меня не было мечты поехать в Москву, сидеть в офисе в рекрутинговой компании. Конечно, софиты, сцена, признание. Тогда еще лайков не было. Да-да-да. В какой-то момент моим CV заинтересовался канал ТНТ. Собственно, я пошел на собеседование. Тут же сказали, да, когда можешь выйти. Я попросил у них 2 недели, чтобы съездить куда-то отдохнуть, потому что я на этой работе долго тоже там засиделся. Здесь я уволился, отдохнул и вышел на телеканал ТНТ. А кем ты там работал? Я работал редактором внеэфирного промоушена. То есть я очень много писал текстов по поводу... Я не знал, что есть такой вообще человек, который получает деньги за то, что он должен отсмотреть в рабочее время отсмотреть несколько фильмов и на них написать анонсы. Такие с заходом. Проблема в том, что когда телеканал покупает контент, он покупает с ретрансляцией. То есть этот проект он может показывать там 6 раз, допустим, в год. И ты должен каждый раз писать новую подводку к этим фильмам. А есть понятие writer's block, да, когда тебе не пишется. И ты, конечно, пытаешься написать в 5-й раз анонс с Рене Зелвегер. Как называется фильм? Бриджит Джонс. Бриджит Джонс. И ты сидишь и думаешь, блин, как же написать? И такой, а напишу как объявление. Полная некрасивая женщина мечтает познакомиться, интим предлагать. Звоните Бриджит Джонс. Ну как-то так. Потому что ищешь новые формы. Да. И этот момент мне очень помог редакторский. Я наконец научился писать, и даже моя начальница, руководитель, она говорила, панка не хватает в тексте. Иди сделай панк. Я переписывал. А вот теперь, теперь-то панк. Она говорит, теперь панк, нормально. Как ты попал на MTV? В итоге ты же стал одним из ведущих главных, да, лицом российского MTV. Попал я через ненавистный тобой кастинг. А ты проходил кастинги вообще? Да. Успешно? Ну, вот видишь. С переменным успехом, скажем так. Сюда хоть взяли. Вот свой проект прошел. Да. Да, там прошел кастинг и попал в 10, в составе было 10 ведущих в самом начале этого проекта «Тренди» на MTV. Программа длилась 24 минуты примерно, 10 ведущих. Получается, на каждого ведущего по 2 минуты, ну, там, с копейками экранного времени. И монтаж был дикий. Там все менялось быстро. Люди, лица, предложения говорил. Один человек заканчивал, второй, там, третий подхватывал. Ну, то есть вот такой вот был винегрет очень... Ну, помнишь, был такой жанр снимать в стиле MTV, когда там бегающая камера, дрыгающийся рваный монтаж и прочее. Это вот было у нас. И в какой-то момент фокус-группа сказала, что типа из 10 человек запомнили 80-90% запомнили меня из 10 ведущих. Из них 80% сказали, что мы просто его ненавидим. Ну, типа, и продюсеры говорят, вот мы не знаем, что делать с этой информацией. Узнаваемость 100%, ну, почти. Но негатив, как работать с негативом? Превращать, видимо, в позитив. Меня в тот момент не убрали из кадра,
Но хейта я получил нормально в те годы. Ну, Тогда еще и Ютуба не было. И соцсетей тогда еще не было? Не было ни соцсетей, ВКонтакте, по-моему, только появлялся. А как ты получал тогда фидбэк этот негативный? На сайте MTV. То есть люди заходили и Да, писали? да, там Что же- писали? Узкоглазый, чмо, петух. Ну, там было все просто. Ну, ты был очень яркий же. Ну, да. Там у тебя Ну, цвет волос менялся не-не-не, там. вот эта история, конечно, очень сильно закаляет, когда ты начинаешь читать про себя весь хейт. Еще я получил очень много хейта из Якутии. Ты обижался? Ну, конечно, есть моменты, которые ты должен проработать, потому что никто не хочет, чтобы тебя оскорбляли. Там в основном, конечно, оскорбления летят в твой адрес. И в какой-то момент ты просто ржешь. Ну, как бы, да, ты прорабатываешь свои фобии. Это же все равно удар по самолюбию. Мгм. Никто не хочет быть. Но сейчас я бы не боялся. У меня был второй проект, уже на канале СТС, на СТС Лав, где по концепции сидели мы. Там было так, что типа, это будет очень классный такой язвительный проект, типа, когда мы сидим очень странно одетые и ругаем всех звезд. Типа, что они еще хуже одеты. Ну, как бы такой юмор, понимаешь? Ага. Но телеканал, продюсеры, мы сами не поняли, что смотреть-то будут дети, которым 11-12 лет, и они не понимают этот юмор. То есть им кажется, что всерьезку сидят люди и начинают ругать Сереженьку Лазарева. Да вы посмотрите, как вы сами одеты. И я просто, вот там я получил вторую прям ложку вот этого хейта, вот на тебе. Еще. Причем вот в этот момент озлобились дети, в основном девочки, которым 11-12 лет. А как вы узнавали, что им 11-12 лет? Там видно, что ребенок сидит. Ага. Да, тоже на сайте канала. И они как-то пытались чистить вот эти вот все штуки. Но, конечно, не получилось. В итоге проект закрыли. Закрыли именно из-за реакции? Ну, мне кажется, там много всего. И в том числе, конечно, за рейтинги. Потому что все равно ты же смотришь. Ты сделал проект, ты заплатил за него деньги. И как-то какой-то фидбэк ты хочешь получить. Положительный, естественно. Ну, а как же тот довод, что любая реклама и плохая, и хорошая, и негативная, это тоже реклама. Типа, если ты на слуху, это в любом случае должно продаваться. Слушай, но мнение 12-летних девочек на форуме о нас — это не реклама, конечно же. Давай честно. Хотя рекламная кампания этого проекта была массированной. И мое лицо висело во всех больших городах. То есть у меня друзья в Екатеринбурге, они говорят: Ваня, что это такое? И мне скидывают там у их в торговом центре висит огромное мое лицо. Ну там мое и там моих соведущих. Я там был типа центровой и Наденька из Comedy Woman и Даня Поляков. Был ли хейт не только в интернете, да, но встречался ли ты с теми людьми вот в реальности, что к тебе подходили и говорили: Ваня, знаешь, вот, а ты не прав. Вот твоя передача такая-то и отсякая. Нет, такого не было, потому что в любом случае, когда мы снимали «Тренди», у нас там, мы все-таки были такой воздушной программой про веселье, про моду. С нами очень хотели все общаться, дружить, сфотографироваться, потому что мы были такие веселенькие, разноцветные, яркие, говорили на всех языках, и как-то это все очень круто выглядело. Я помню, когда первый раз меня узнали на улице, мне это очень сильно... Я удивился, на самом деле, своей реакции, потому что я понял, что ну все, типа вот началось. Ну как бы, типа, теперь никакого privacy, и ты типа Ваня, я такой оборачиваюсь, думаю, ну как кто-то из знакомых. Я такой оборачиваюсь с улыбкой и смотрю, незнакомый человек, я такой, и он врывается в мое пространство, и такой думаю, блин, а как, типа, а что, вот так это будет теперь? Угу. Да, теперь вот так. Приходилось, конечно же, уже
как-то быстро, тебе никто об этом не говорит, что это так будет происходить. Ты как бы в этом моменте пытаешься как-то существовать, пытаться защититься, надеть маску, ну вот это вот все, поругаться, ну, выругаться на человека, нет. Радоваться, это надо как-то играть в эту роль, что типа ты рад. А были какие-то дикие истории, вот, которые ты можешь вспомнить? Дикие истории? Нет, в основном, ты знаешь, в основном все было прикольно, когда ты там, например, стоишь в Нью-Йорке, тебя узнают и подходят, начинают фототься, а твои нью-йоркские друзья не понимают, что происходит, а почему типа с тобой фотаются? Я говорю, ну я же типа селебрити в Москве. Говорит, в смысле? Я говорю, ну да. А когда ты ходишь еще со знаком MTV, с микрофоном, тебе открывают все двери. И когда мне говорили, о, типа, ты же с Муз-ТВ. Я говорю, нет. Да, вот этот бокс Муз-ТВ не откроет ни одну дверь в Нью-Йорке, а MTV откроет. Да, вот действительно это работало, потому что и тут главное понимать, что двери открываются не перед Ваней Васильевым, который, по сути, никто, а перед большим брендом. И ты как бы под этим брендом немножко прячешься. Поэтому это тоже надо было в какой-то момент понять, потому что некоторым сносит крышу, конечно же. Когда история закончилась с MTV, да, было тебе обидно? В какой-то момент приходит усталость, конечно же, потому что когда ты работаешь без выходных, ты все равно устаешь. Вначале ты на голом энтузиазме. Естественно, тебе интересно, тебе вот Дэвид Гетта дает интервью в 5 утра, ты общаешься с Кэти Перри, ты общаешься с какими-то Chemical Brothers. Это очень круто. Это люди, чьи диски я покупал, я рос на каких-то этих альбомах. И это очень круто. Но потом, через 2 года, когда ты понимаешь, что интервью в 5 утра, еще что-то, и вот этот приехал такой, ну нет. Знаешь, вот понятие выгорания, да, вот в какой-то момент я сильно выгорел. На самом деле, мне уже стало не особо интересно. Я стал факапить съемки, я стал что-то там делать. У меня начались внутренние какие-то процессы внутри команды. Поменялся продюсер, очень плохого поставили нам продюсера, который думал, что он придет и все будет классно. Нет, я тоже не буду молчать. И как бы там внутри канала менялись люди, кто-то там, какой-то приходил директор, он меня убирал из проекта, вообще с канала выгонял. Потом его убирали, меня возвращали. Там были какие-то такие внутренние пертурбации, и все время что-то происходило. И как бы, ну да, там, окей, есть такая у меня запись в трудовой книжке. А ты можешь вспомнить самое крутое интервью или самую крутую съемку вот в тренде? Да, самая крутая съемка у нас была в Берлине, когда мы ездили на 20-летие падения. Ну, это совпало на самом деле. Мы ездили на красную дорожку EMA, MTV, и это совпало с 20-летием падения Берлинской стены. И были все просто на красной дорожке. Мы стояли на дорожке и брали интервью у всех, кто проходит. Это, конечно же, был такой очень крутой экспириенс, потому что когда стоят твои коллеги из разных стран, и подходит селеб, и он должен подойти именно к тебе, потому что все выскочки с микрофонами, ты должен быть громче всех, ярче всех, и чтобы именно к тебе подходили. И это действительно несколько раз работало вот на той точке, где мы стояли. Это было очень классно. А кто из знаменитостей там был? Кто подошел? Ну, подходили Джулиет Льюис, актриса из «Прирожденных убийц». Да, у нее своя группа, и она была. И мы стояли с Артемом Королевым вместе. То есть сначала он берет интервью, потом я. То есть у нас еще меньше возможностей брать интервью. Была очередь Артема, он встал, он берет интервью, я стою сзади, чтобы оператор один. Он снимает то и вот у меня, то и вот у меня. И как бы по очереди, ты хочешь типа ее взять? Он говорит, да, давай я возьму. Окей, подходит. И она стоит, смотрит, а я был в таком наряде от Максима Чернецова. Здесь был такой дизайн. И он сделал посвящение Туве. И это очень похоже на якутскую, кстати, вот это вот, когда завязываешь.
эти разноцветные Ленты. ленточки. Я стоял в этом, и она говорит, так, подождите, стоп, расходитесь. Я говорит, ты, говорит, подойди сюда. Я подошел, он говорит, ты в чем? Это вот видео есть, кстати, можно это вставить. Но в очень плохом качестве, но оно есть. Окей. И это было очень круто, потому что я понял, что так, я всегда верил, что картинка работает до того, как ты открыл рот. Всегда. Вот ты просто встал в комнате, где 100 человек, глаз должен на тебе остановиться. И как бы вот эта история, когда ты даже пытаешься со стеной слиться, но стоишь в этом разноцветном, тебе говорят, вот ты подойди. Да. Это было классно, и все вот те, люди, которые работали на красной дорожке, они смотрят, говорят, и такие, так, окей, понятно. И вот я сделал там главную ошибку в своей жизни, я не подарил этот жилет ей. Хотя должен был тут же снять, ей отдать и сказать, все, носи на здоровье, выступай в этом, она бы надела и пошла бы тусить дальше. И мне бы сказал Максим Чернецов, спасибо большое. Да. Это была бы поддержка еще русской моды, русского дизайнера. Ну вот я в какой-то момент посыпался, тоже видишь. Ну сегодня ты не в ярком, я тебе хочу сказать. Я не хотел тебя затмевать. Понятно. Ты же звезда тут. Ты всегда очень ярко одевался. Одевался. Прошлое время. Ну и одеваешься. Да. Наверняка. Да. Но не сегодня. Так вот, расскажи, почему ты решил так ярко выглядеть? Все-таки мы воспитаны, да, когда выделяться может быть не так хорошо. Да? Лучше надеть что-то там темное, черный очень модный цвет. Да? Я не знаю. Мой счастливый цвет. Черный мой счастливый цвет. Да, например, розовый или ярко-красный, там, зеленый и так далее. Ты все это сочетаешь в своих образах. И как тебе это пришло? Почему? Ну, нет такого, что, типа, в один день я решил, с сегодняшнего дня я буду носить такое. Нет. Мне кажется, это как бы некая часть воспитания в том числе. Мне мама шила всегда очень хорошо и шьет. Она в детском саду меня все время как-то красиво одевала, чтобы я ходил. И мне кажется, ей нужно сказать спасибо за то, что у меня выработался свой стиль. Причем он очень сильно помог мне как раз во время MTV, потому что некоторое время я немножко даже брал на себя функции стилиста и одевал всех. Поэтому я познакомился со всеми дизайнерами, я работал со всеми шоурумами. У меня были доступы к очень крутым коллекциям, какую-то часть. И все спрашивают, а можно оставить одежду после съемок? Какую-то одежду можно было оставить себе после съемок, да. И это классно, когда там, например, девчонки, и их приглашали на показ Бланика, Малона Бланик, и им дарили всем обувь. Вот ярко одеваться, да, нужно же иметь какую-то внутреннюю свободу для того, чтобы так выглядеть. У тебя не было ли сомнений, например, надеть это сегодня или это? Там есть все равно какой-то отголосок эпатажа, да, он все равно присутствует. Конечно, это некий бунт в любом случае, потому что ты же как бы что-то хочешь этим сказать, наверное. Понимаешь, это самый классный способ невербальной коммуникации. То есть ты, опять же, ты слова не сказал, но ты уже какую-то мысль донес. Мне кажется, одежда – это очень классный инструмент для самовыражения и себя наряжать. Это, мне кажется, очень, очень весело, классно. А тебе когда-нибудь прилетало за то, как ты одет? Конечно, естественно. Сейчас, может быть, меньше, потому что в центре Москвы этим мало кого удивишь, даже цветом волос. Мне еще всегда казалось, что типа вот я перееду в Якутск, когда я жил в деревне, вот там вот все так одеваются. Бедный деревенский мальчик. Приезжаю в Якутск, и там никто так не одевается. Я думаю, ну ничего, перееду в Москву, там все так будут. Приезжаю в Москву, никто так не одевается. Я думаю, ну ладно, в Нью-Йорк-то поеду, там все так. Приезжаю в Нью-Йорк, тоже никто так не одевается. Как? Ну в Нью-Йорке же там куча ярких людей. Это тоже, знаешь, это вот концентрат того, что показывают в
в сериалах это, конечно, не соответствует действительности. И за что ругают «Секс в большом городе», что в Нью-Йорке никто так не одевается. Ты чувствуешь себя тогда белой вороной, получается, когда ты попадаешь в это пространство там, людей, которые одинаково одеты? Ты знаешь, быть в центре внимания, наверное, самый классный способ избавиться от комплексов своих. Пробовал? Вот если бы у меня волосы росли, может быть, я тоже экспериментировал. Ты знаешь, есть куча этих мастер-классов по раскрепощению. Ты выходишь, там, что должен крикнуть, ну, там, я не знаю, я ни разу на них не был. И это же тоже все работает на то, чтобы ты прокачал свои скиллы. Одеться ярко и выйти – это тоже своего рода постоянный способ проработки своих внутренних каких-то зажатостей, зажимов, комплексов и прочее. Ну, ты думаешь, что ты считаешь, что у тебя есть эти зажимы, да, какие-то? Ну, я думаю, что да, у всех есть эти зажимы. Было когда-нибудь такое, что ты пришел на вечеринку, оделся ярко, да, ну и не зашло, и ты понял, что катастрофа? Мне кажется, я сделал что-то не то. Нет, ты знаешь, наоборот, было так, что никто не оделся, я нарядился, и все такие: ой, давай сфотаемся. Знаешь, вот в образе обезьянки мне комфортно. Тем более я родился в год обезьяны. Сейчас твоя основная деятельность – это ресторанное обозрение. Да. Правильно я понимаю? Да, и мы с тобой встретились в ресторане как раз. Ну смотри, мы находимся в ресторане, да, это же неспроста. Ты сейчас занимаешься критикой на рестораны, да? Ну, скажем так, это не критика, это скорее обозревательство на рестораны, да, московские. Пишу материал для такого портала очень модного, кстати, всем советую, Бюро 24/7. Хожу по ресторанам, тестирую, дегустирую еду и делаю свою оценку. Как правило, я не критикую, потому что для того, чтобы стать критиком, наверное, нужно чуть больше, чем я, придавать этому значение, давать, как-то выделять особое время, учиться готовить. Потому что в критике кто идет? В кинокритике, например. Те режиссеры, которым не удалось стать великими режиссерами, они пошли ругать своих коллег. Более удачных. Да. То же самое, мне кажется, тут в плане ресторанной критики нужно идти туда, когда ты уже умеешь обходиться с ножом, с продуктами, хорошо себя чувствуешь на кухне, умеешь французскую кухню отличать от итальянской, паназиатскую от индонезийской. В общем, ты готовишь? Вообще я люблю готовить, и у меня даже неплохо это получается. Но, учитывая мой график сейчас, когда я по незнанию еще год назад ставил себе 3 дегустации в день, а дегустация — это очень весело первые полгода, потому что дальше ты уже понимаешь, что желудок не справляется с таким объемом, ты начинаешь забывать, что ты ел, потому что сдавать через неделю материалы, и ты только по фоткам начинаешь восстанавливать, какое блюдо там было в су-виде, какое там было в чем. Поэтому, конечно, готовить дома в таком режиме мне как-то, наверное, даже глупо, потому что я всегда говорю, когда есть возможность не поесть, я этой возможностью всегда пользуюсь. Как вообще ты к этому пришел? Ты же говоришь, что если ресторанные критики учатся этому, да, то есть нужно хорошо готовить, нужно разбираться действительно в еде. И ты, по большому счету, человек, который просто приходишь в ресторан. Просто ел. Просто Давай ел. так скажем. Да. Как просто из человека, который просто рестораны. ел, ты стал человеком, который Не просто ест. Должен еще записывать мысли. Во-первых, лет 5 назад у меня был опыт открытия своего заведения. Это был такой проект «Шампанерия Sparkling Dog», хот-доги и шампанское. Конечно, это не жанр ресторанов ни в коем случае, потому что там мы все-таки не готовили горячие, сложные вещи. Был такой фастфуд плюс шампанское. И это мне дало некое понимание, хоть и поверхностное, может быть, в какой-то степени, понимание того, как работает этот механизм, как ты там выстраиваешь
работу внутри компании, как ты работаешь с персоналом, с линейным персоналом, как ты работаешь с поставщиками, что, оказывается, есть большие фуд-выставки. И через 2 года мы закрылись, но некое ощущение того, что я как-то слегка связан с этим миром, у меня осталось. И я просто стал, не переставал, может быть, ходить там как-то раз в неделю в ресторан какой-нибудь. И я пошел на ресторанную неделю, где есть такие сеты, там, за 900 рублей ты там пробуешь 3 блюда. Я попробовал там, сям и начал писать у себя на Фейсбуке. А потом мне мой товарищ, который работает, собственно, в бюро, и говорит: а давай попробуем, чтобы ты для нас писал еще. Я говорю: окей. Ну и все как многое в моей жизни, все происходит, да, по знакомству, но не в последнюю очередь из-за того, что я уже что-то умею делать. Что самое сложное в работе ресторанного обозревателя? Это же работа все равно получается. Самое сложное в том, что в России нет институтов, которые выпускают ресторанных критиков. Этому нельзя научиться, придя в школу, в университет, куда-то. Это только твой жизненный опыт. Это все равно журналистика. Это журналистика только в другой сфере. На журналиста я никогда не учился, в отличие от тебя. Это все произошло как-то само собой, а ел я всегда, и как-то это две мои увлечения, или как там... Две мои страсти. Две мои страсти, да, слились в одну. Так как я не журналист, и у меня рука не набита в том плане, что ты должен красиво это все расписывать, я первое время очень сильно стрессовал по поводу скудности своего лексикона, именно гастрономического. Поэтому пришлось быстро обращаться к коллегам, к друзьям, которые занимаются этим, искать литературу, и теперь я могу в какой-то мере использовать такие прилагательные, как сернистый. Это что? Это вот как раз вкус. Да, и самое главное, что нужно помнить, когда пишешь обзор, в твоем лексиконе отсутствует слово «вкусно». Это было великолепно. Нет? Тоже нет. Вот это оценочное, да, это хорошо. В любом случае, давайте не забывать о том, что это очень субъективная оценка. Это субъективная оценка. И человек может ставить оценку только если у него есть база хорошая. Вот ты должен, для того, чтобы эта база была у тебя, ты должен знать, что такое итальянская кухня не в Москве, внутри Садового, но ты должен знать, как готовят эту итальянскую еду в Тоскане, почему итальянская еда отличается внутри страны, на юге, от севера, ближе к морю, а дальше к морю. Вот эти вот штуки ты должен как бы тоже знать сам, съев эти вещи. Почему люди говорят, что суши-роллы в Екатеринбурге вкуснее, чем в Москве. Вот я слышал такую фразу от моей одной соседки. Надеюсь, она не смотрит. Новая соседка у нас появилась. Я думаю, понятно, наверное, там много майонеза у вас склад. Понимаешь? А суши-роллы в Японии наверняка другие. В Японию я еще не съездил, поэтому как бы я могу только логически додумать, потому что русские роллы в нулевых — это не то, что подают в Киото, гастрономический центр Японии. А был такой случай, когда тебе принесли еду, и ты прямо не можешь ее есть? Да, было. Что это было? Борщ. За очень дорого. А сколько он стоил? Ну, очень дорого. Вот это значит, борщ стоил 750 рублей. Я считаю, что для борща это... Для такого борща это была завышенная цена. А самое дорогое блюдо, которое ты пробовал, сколько оно стоило? Наверняка это было что-то связано с крабом. Я даже сейчас не скажу. Или, может быть, это было с какой-нибудь икрой. Ну, сколько это примерно может стоить? Ну, это может стоить 4-5.
Я знаю, что есть дороже блюда. 4-5 тысяч за блюдо. Это не мои деньги были, поэтому... Но это хотя бы было вкусно? У меня не вырвало раз. Купил бы ли я сам за такую сумму это блюдо, я уже не вспомню. То есть это, наверное, было что-то классное. Я помню, когда еще границы были открыты, когда мы могли выбираться, например, в тот же Париж или в Рим, я, зная свои даты поездки, бронировал себе места в мишленовских ресторанах, ходил, пробовал вот их еду, обслуживание, посуда, как они рассаживают людей, как они быстро приносят, как они ставят тарелки. У них все это очень, конечно же, круто. Они ставят тарелки только под определенным углом. Они начинают очень быстро подавать, или там они начинают потом рассказывать про вино, про еду. Это, конечно же, очень круто. Но тут тоже сложно сказать, какое блюдо стоило дороже, потому что, как правило, мишленовские рестораны предлагают сеты. То есть ты уже готовый сет берешь там на пробу. Это действительно знак качества мишленовский ресторан, да? То есть ты стопроцентно можешь быть уверен, что это будет вкусно. Да, там даже есть в правилах для тайных критиков, это вот никто не знает этих критиков, как они выглядят. Они тайно за свои деньги ходят, пробуют еду в ресторанах не один раз. Они могут прийти за год раз 5, брать одно и то же блюдо и смотреть, как оно поменялось в качестве или не поменялось. Это очень, очень важный критерий. Это один из критериев. Они потом смотрят это все. Поэтому, если у тебя появляется Мишлен, то это реально знак качества. Что должно быть в хорошем ресторане? То есть по каким признакам ты понимаешь, что ресторан хороший? Знаешь, иногда, когда ресторан не такой популярный, начинают искать виноватых. Плохая локация, там, еще что-то. Нет, это не работает. Локация может быть любой, какой угодно. Да, есть некая формула, которую ты должен соблюдать. Да. Соблюдать. Это хороший шеф, приличный дизайн, но он тоже вторичен. Кухня. И есть, я вот несколько раз проговаривал эту мысль, есть еще знак X. И если человек разгадает эту X, то у него сложится вся вот эта композиция, и ресторан заработает. Да, поэтому все начинают как по брендбуку работать. У нас там условно будут дорогой дизайн, у нас там унитаз будет золотой, ну условно, там кухня такая-то, сякая. И ресторан не идет. А почему? И никто не знает. И шеф именитый, и локация крутая. Вот непонятно, как раскрутить. Андрей, поход в ресторан тогда для тебя получается сейчас. Ты получаешь удовольствие от походов в ресторан, например, с друзьями? Или ты уже знаешь, вот в этот ресторан я, наверное, не хочу идти, вот это, наверное, друзья не пойдут? Это очень классный вопрос. Вот мы недавно тоже придумывали, а пойдем, типа, посидим где-нибудь. И для меня это уже не классно. Вот магия ресторанов для меня потеряна раз и навсегда. Может быть, через 5 лет, когда я перестану этим заниматься, может это возникнуть. А сейчас я, особенно, наверное, в Москве, я примерно понимаю все, что происходит внутри Садового. И да, это в какой-то момент уже не приносит такого волнения, знаешь, как раньше. Все равно это для людей сходить в ресторан, это, естественно, событие, понимаешь? Вот, потому что это даже не каждый день, там, раз в неделю, а то и раз... Сколько раз в неделю ты ходишь в ресторан? Раз 6. То есть постоянно получается. Последний вопрос про ресторан, который я хотел задать. Это тебе приносит доход сейчас? Я сыт, скажем так. За еду? Всегда сыт. Помимо ресторанного обозрения, ты еще сейчас занимаешься все равно музыкой, продолжаешь заниматься, но это уже другой формат, это диджейство. Да, я бы хотел больше, наверное, даже заняться музыкой сейчас. Не только как диджей,
Ну вот была бы возможность. У нас несколько было песен, кстати, выпущено. Где-то на YouTube есть Даже клип, да? клип, да, даже клип. Нам делал музыку Юра Усачев. То есть ты хочешь вернуться сейчас полноценно к музыке, хочешь петь, писать, да? Что Петь, может быть, нет, но писать я бы попробовал, да, потому что вот этот мир продюсерства как-то там что-то есть вот в этом, где я еще себя не особо попробовал. Ну давай тогда поговорим о том проекте, который был, да? Вот первый бойсбенд у нас не получился, «Фабрика звезд», так сказать, не покатила, но все-таки был один проект, который работал... Тоже не прокатил. Не, ну все-таки были же и выступления были у вас. Были я выступления, вспомнил. да-да-да. Расскажи про них. Yes No Maybe. Мы собрали группу на базе, скажем так, наших ведущих. Снежина, я, Рита сначала была, потом Рита ушла. Мы какое-то время действительно выступали, снимали один клип, хотел сказать много клипов, но понял, что это все-таки вранье было бы. Да, сняли клип. Вполне, кстати, симпатичный. Я поставлю кусочек, фрагментик. Don't stop. Кто-то нам там делал ремиксы. Довольно было симпатично, да. Но эту песню написал кто? Написал Юра Усачев. Это «Гости из будущего». Это гость из будущего, да. Он даже есть чуть-чуть в клипе у нас. Он делает секундное камео в самом начале, да. И текст написали мы со Снежиной. Вот наш талант, понимаешь? И что пошло не так? А? И что пошло не так? Хотели ли мы дальше выпускать альбомы? Может быть, да. Мы даже зарегистрированы в РАО. РАО это что? Это российская Авторская. РАО. Да. Права там где-то лежат. Поэтому, если бы этот клип и песня были бы популярными, на моем счете было бы очень много денег. Возможно, после этой передачи. Все возможно. Все возможно, Все да. возможно. Не прокатило, потому что не брали на радио? Или нужны были деньги на продвижение? Там, как вообще это работает? Да, там даже было так, что MTV не ставил наш клип. Не было какого-то продюсера, который смог бы проталкивать вашу группу, например, дальше, да, там в чарты, на радио? Да, скажем так, что выступления были, а вот какого-то массированной ТВ даже поддержки у нас не было. Ну У нас и- даже гастроли были. Да. И как они- Прекрасно, великолепно. Восхищались. Что я могу сказать? Ты же все равно не проверишь. Ну, это да. Да. И сейчас ты хочешь вернуться тоже, да? Вот, Куда? к музыке? Ну, то Ну, есть, в какой-то мере, да, хочется... Нет, ты наверное, хочешь открыть... Хочешь ли ты открыть снова Yes No Maybe, возродить? Слушай, на самом деле я только задумываюсь о том, что плох тот диджей, который не выпускает свои треки. То есть и ты можешь быть классным диджеем, если ты еще и саунд-продюсер, и продюсер, и какой-то, как там, рекординг-артист. Ну, как Да, Дэвид Гетта, чтобы- например, Ну, они все там выпускают свои треки. да? Мгм. Только тогда ты можешь на какие-то большие бюджеты рассчитывать. Вообще, в принципе, профессия диджея сейчас довольно скомпрометирована большим количеством людей, которые даже не могут сводить музыку. А если у тебя есть продюсерский талант и пара треков, выпущенных тобой, то ты, конечно, уже в другой лиге. Поэтому хочется играть уже по-крупному и быть в лиге повыше. И в тренде. В тренде я уже был. Я желаю, чтобы все начинания, какие мысли, и замыслы, и желания, чтобы все сбылось. И следующее интервью у нас уже было про новые треки и про какие-то новые Ой, класс. испытания твои и успехи. И про новую еду. И про новую еду тоже. Спасибо большое за то, что пригласил. Да, Наконец-то. спасибо, спасибо, что пришел.